Здравствуйте, ребята! Очень рада снова видеть вас. На перрон подошел поезд с большим составом. Каждый вагон имеет свой порядковый номер. Я предлагаю вам сосчитать вагоны. Для вас я приготовила счетный материал для того, чтобы узнать первый номер вагона, нужно взять 10 палочек, десяток, и к ним положить еще одну палочку. Сколько палочек стало? Сколько десятков? 1. Сколько отдельных палочек? 1. Значит, сколько десятков и единиц содержится в числе 11? 1 десяток и 1 единица. Под каким номером первый вагон? 11. Молодцы. Положите на десяток не одну, а 2 палочки. Сколько палочек лежит на десятке? 2. Сколько всего палочек? 12. Сколько десятков и сколько отдельных единиц в числе 12? 1 десяток и 2 единицы. Под каким номером следующий вагон? 12. Какое число следует за числом 12? 13. Как получить число 13? Покажите. Взять 1 десяток и 3 единицы. Сколько десятков и сколько единиц в числе 13? 1 десяток и 3 единицы. Какое число следует за числом 13? 14. Как получить число 14? Правильно, добавить еще одну палочку. Сколько десятков и сколько единиц в числе 14? 1 десяток и 4 единицы. Какое число следует за числом 14? 15. Как получить число 15? Добавить еще одну палочку к единицам. Сколько десятков и сколько единиц в числе 15? 1 десяток и 5 единиц. Какое число следует за числом 15? 16. Как получить число 16? Добавить к единицам еще одну палочку. Сколько десятков и сколько единиц в числе 16? 1 десяток и 6 единиц. Какое число следует за числом 16? 17. Как получить число 17? Добавим еще одну палочку. Сколько десятков и сколько единиц в числе 17? 1 десяток и 7 единиц. Какое число следует за числом 17? 18. Чтобы его получить, добавляем еще одну палочку. Сколько десятков и сколько единиц в числе 18? 1 десяток и 8 единиц. Какое число следует за числом 18? 19. Как мы получим число 19? Добавим еще одну палочку к единицам. Сколько десятков и сколько единиц в
числе 19? 1 десяток и 9 единиц. Положите на десяток еще одну палочку. Сколько теперь палочек лежит на десятке? 10, ребята. Это десяток. Сколько всего палочек у нас лежит? 20. Молодцы. Давайте вместе выложим с вами 2 десятка. 2 десятка – это 20 единиц, 20 палочек. Ребята, обратите внимание, что в названии чисел от 11 до 19 первая часть слова обозначает число единиц, а вторая часть слова – это 10. Как вы думаете, почему последнее число назвали 20? Это значит 2 раза по 10 или 2 десятка. Числа мы с вами дружно назвали, и как образовались они, мы узнали. А теперь мы посмотрим, как вы усвоили десятичный состав чисел и порядок их следования при счете. Отсчитайте 15 палочек и назовите, сколько это составляет десятков палочек и сколько отдельных палочек. 1 десяток – 5 единиц. Возьмите 1 десяток палочек и за место 5 4 палочки. Сколько всего палочек взяли? 1 десяток – 4 единицы. Сколько десятков и единиц в числе 17? 1 десяток и 7 единиц. Какое число состоит из 1 десятка и 3 единиц? Покажите. 1 десяток, 3 единицы – это число 13. Положите 12 палочек. Добавляйте по одной палочке и называйте, сколько всего будет палочек до 15. 12, 13, 14, 15. Положите 18 палочек и называйте полученные числа до 14. 18, 17, 16, 15, 14. Молодцы! Сейчас, ребята, я научу вас рисовать жирафа. Вот такого. Для этого нам понадобится белый лист бумаги и фломастеры или карандаши, чем вы будете рисовать. Берем белый лист бумаги. Для того, чтобы нарисовать жирафа, нам нужно положить ладошку, средний пальчик загнуть. Получилось? Немножко расставили пальчики. Берем маркер или карандаш и начинаем рисовать. Начинаем обводить руку с края бумаги. Обводим пальчики. И опять обводим руку. Это будет шея нашего жирафа. Теперь, ребята, нам нужно нарисовать нашему жирафу
2 глазика. Рисуем для этого 2 круга. А в этих кругах еще по одному кругу поменьше. И еще по самому маленькому кругу, который мы не будем закрашивать. Сразу закрашиваем глазки черным фломастером. Не закрашиваем, только маленькое пятнышко. Дальше, ребята, нарисуем бровки нашему жирафу. Теперь на ушках нарисуем дырочки. Это, ребята, у нас рожки жирафа. Мы их тоже отделим. Дальше прорисовываем мордочку нашему жирафу. Это будет носик. На нем рисуем 2 ноздри. Жираф у нас будет показывать язык. Так, ребята, теперь нам нужно дорисовать только пятнышки, про которые мы говорили в считалке. И можно приступать к раскрашиванию. Для этого я возьму желтый фломастер и буду раскрашивать жирафа. Жираф у нас должен быть раскрашен весь. Глазки закрашивать не нужно, они остаются белыми. Шею жирафа тоже закрашиваем желтым цветом. Не закрашиваем только пятнышки и язычок. Пятнышки, ребята, тоже раскрашиваем коричневым. Теперь розовым маркером мы раскрасим ушки и язык нашему жирафу. Ребята, вот такой жираф у вас получился. Только, наверное, чуть-чуть поменьше. Ребята, вы сегодня очень старались. Молодцы. Я рада, что все у вас получилось. Какое задание было самым трудным? А какое самым интересным? Наше занятие окончено. Всем спасибо. До свидания.